только один путь. Это путь совместной работы, путь консолидации, возвращения к нашим добрым многовековым традициям. И сегодня мы на юге России это чувствуем, во всяком случае по Ингушетии. Мы все знаем, что русские офицеры, горцы считали за честь служить вместе в одной дивизии, в одном корпусе. Мы знаем, что воины-горцы высоко держали свою честь, они всегда уходили с поля боя последними. Это жизнь. Это жизнь. Многие сейчас, конечно, понимают, что это то, к чему надо возвращаться. К историческим нашим традициям, обычаям, лучшим, к самобытным. В горах без лошади не обойтись. Это и помощник, это и трудяга, это и работяга, и солдат. Как причудливо порой переплетаются традиции, доставшиеся нам в наследство от наших славных предков. Всадники дикой дивизии, правоверные мусульмане, с гордостью носили боевые награды, кресты с изображением христианского святого Георгия Победоносца. А 90 лет спустя потомок целой плеяды георгиевских кавалеров, бойцов дикой дивизии, с не меньшей гордостью принимают высшую награду Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий награждает вас высшим орденом для светских лиц преподобного Сергия Радонежска второй степени. Поздравляю вас! Жили веками вместе мы с нашими братьями, которые исповедуют ислам. Живем и будем жить. И еще одна грань нашей памяти. Ингушей знают и чтут память о дедах и об отцах. Этому можно только позавидовать, этим можно погордиться. Русский народ остался верным решению своих руководителей, которые когда-то связали судьбу с Россией. Россия создавалась как многонациональное государство. И сохранится, я в этом твердо убежден, только лишь как многонациональные государства. А следовательно, перед нами, перед органами государственной власти, перед органами исполнительной власти, перед органами, так сказать, глав субъектов федерации, перед общественными организациями стоит задача одна. Если мы за Россию, давайте воспитаем нашу молодежь достойными ратных подвигов и доблести всадников Ингушского полка. Потому что до революции это было настолько тесно переплетено. Еще раз спасибо президенту Ингушетии за поддержку и понимание. Генералы и политики не первый год спорят, какой должна быть современная российская армия и кто будет в ней служить. Это не военное училище. По статусу своему обычная школа-интернат. Правда, носит она гордое название «Горский кадетский корпус». И чтобы стать кадетом, надо пройти через очень серьезный конкурс. Дистанция 10 шагов. Давление направо. Первая колонна прямо, остальные направо.
Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Чарующая есенинская интонация обладает блеском того минерала, который существует лишь в структуре русской земли. Вооружение мотострелкового отделения, пулеметы Калашникова, автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранатометы, ручные осколочные и противотанковые Каждый год гранаты. кадеты-выпускники пополняют ряды вооруженных сил России, поступают в высшие учебные заведения Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, МВД и МЧС. И еще не было случая, чтобы кто-то из них срезался на вступительных экзаменах. Кадет Судаков, выйти из строя. Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единой судьбой, мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верой и правдою служить России.